В эфире новости, в студии Махфирина Алексеева. Здравствуйте. В начале выпуска озвучу основные новости к этому часу. Физкультурно-оздоровительный центр с бассейном построят в Нюрбе. Айсен Николаев подписал соглашение с генеральным директором Иркутской нефтяной компании. Интересные встречи состоялись у представителей столицы с жителями Алекминска. Расскажем, о чем шла речь и кто посетил жителей Алекминска. В Уснере прошел республиканский турнир по борьбе хапсагай. Расскажем о схватках. В рамках рабочей поездки в Москву глава Якутии Айсен Николаев подписал соглашение с генеральным директором Иркутской нефтяной компании, куда входит Саханефть. Документ предусматривает социально-экономическое сотрудничество. В рамках договоренности добывающая компания выделит целевому фонду будущих поколений средства на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в городе Нюрба. Финансовую поддержку получит Республиканский фонд развития инноваций. Среди проектов строительства магистральной волоконно-оптической линии связи Ленск-Алекминск и другие. Нам показалось, что все эти направления важны, и социально важны, и с точки зрения образования, с точки зрения развития республики, развития молодого поколения в республике. Поэтому мы с удовольствием откликнулись на этот призыв. Мы хотим продемонстрировать, что мы в Республике Саха и развиваемся, и хотим быть действительно по-хорошему якутской компанией. В Якутии открылись еще 3 ледовые переправы муниципального значения. В Тампонском районе через реку Алдан между поселками Хандыга и Новый грузоподъемностью до 10 тонн. В Алекминском районе через реку Лена между Алекминском и селом Заречный до 3 тонн. В Нюрбинском районе через реку Марха между городом Нюрба и селом Мальжигар до 4 тонн. Всего в регионе эксплуатируется 31 ледовая переправа. Коллегия регионального Минтранса подвела итоги деятельности за текущий год. Так, по итогам уходящего года республика занимает 2-е место на Дальнем Востоке по воду региональных автомобильных дорог. Всего по Якутии в нормативное состояние привели 395 километров автодорог. Также начато асфальтирование региональной автодороги Амга, работы по которой планируется завершить в 2028 году. Дан старт строительства моста через реку Лену, установлено 45 свай. Работы по обновлению парка воздушных судов, реализации железнодорожных проектов, а также ремонту и строительству дорог продолжатся в будущем году. Намеченные планы, также все субсидируемые авиаперевозки и речные перевозки также будут продолжены. Будем расширять программу автобусных перевозок на новый нацпроект «Инфраструктура для жизни». Также будет направлено около 5 миллиардов рублей. Туда, напомню, вошли 4 наших крупных городских агломераций. Это Алдан, Нерингри, Мирный и Ленск. Благодаря общереспубликанскому движению добрых дел «Моя Якутия» в 21 веке Верхневилюйский улус приобрел квартиры для молодых специалистов из области здравоохранения и образования. Общая сумма бюджета на 4 квартиры составила более 21 миллиона. Также спонсоры помогли с приобретением мебели первой необходимости. Замечательный предновогодний сюрприз и огромная поддержка для специалистов, которые приехали работать в Верхневилюйск из других районов. Двухкомнатная как раз для нас подходит. Мы семья с 4 человек, имеем 2 детей и работаем уже в Верхневилюйске 2 года. И вот во 2-й год получили от администрации такой подарок. Очень теплая и даже раздельный санузел, который... И окна выходят во двор и в другую да, сторону. Да, получается. Балкон у нас Застекленный, как говорится. И главное, что, получается, мы должны только платить за квартплату. Да. Студенты из Якутии завоевали ряд наград на престижных всероссийских конкурсах профессионального мастерства. Среди достижений победы и призовые места на таких соревнованиях, как Российская национальная премия «Студент года», национальный чемпионат «Обилимпикс», финал чемпионата профессионала, а также в деловой игре «Кадровый резерв. Колледж будущего». Награды получили как сами студенты, так и их преподаватели и наставники.
Конечно же, мы сегодня будем чествовать наших педагогов, мастеров производственного обучения, преподавателей профессиональных модулей, которые являются теми людьми, которые дают знания, умения, компетенции, воспитывают, прививают чувство патриотизма, любви к родине, к нашим молодым людям, студентам профессиональных образовательных организаций. Сегодня также состоялась встреча с лучшими студентами Михаила Юрьевича Присяжного, первого заместителя министра образования и науки Республики Саха-Якутия. Очень интересные встречи состоялись у представителей столицы с жителями Алекминска. В городе работала Ирина Стрекаловская, руководитель отдела по межнациональным отношениям Дома дружбы народов имени Кулаковского. Тему продолжит моя коллега Елена Фаст. Результативной стала встреча Ирины Стрекаловской с руководителями управлений. Культура, образование тесно связаны с целью рабочего выезда в Алекминский район. Якутия – наш общий дом. Дома дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского. Этот проект у нас действует еще с 2014 года. И еще одна цель нашего приезда – это 5-летие ямщицкой культуры по указу главы нашей республики в Алекминском, Усть-Майском, Ленском и Хангаласском районах. Действительно, Алекминский район богат историей как по ямщицкой культуре, так и по национальностям, проживающим бок о бок многие годы. Большой план у нас до 28 года он расписан. Мы хотим, чтобы в городе Алекминске с такой большой историей, 390 лет у нас в 2025 году, исполнится. И мы хотим, чтобы ряд федеральных проектов, в том числе и республиканских, осуществилось на нашей земле и именно в рамках этих юбилейных мероприятий. Особенно важны очевидцы, которые не просто слышали о ямщиках, но и сами возили груза по тракту. В Алекминске известна и Ивановна Сергеева. Она, кстати, участвовала в открытии парка Алекминска и с огромным удовольствием проехала на настоящем воске. Важно хранить вот эти память, воспоминания. Конечно, очень даже. Я тоже до сих пор все помню, как почту возила. 13 лет было. По 5 лет, по 47-й год. Богатая культура отражает прошлое. Очень часто в Алекминске можно увидеть людей в казачьей форме. Более того, среди них много молодых. История Алекминска, она очень глубокая. Старинный город, даже 390 лет будет в следующем году, сказали же, да? И мы хотим вот именно в Алекминске, чтобы был фестиваль, какой-то фестиваль большой, республиканский, чтобы могли приехать и Ленский район, и Хангаласский район, может быть, даже Усть-Майя подтянется. И вот такое большое ямщицкое мероприятие вот мы хотим. Вот сегодня мы предложили это. Если вот согласятся, позовут, но мы обязательно приедем и поможем в организации и проведении вот этого большого мероприятия. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Состоялся первый муниципальный этап 9-го республиканского конкурса «Моя профессия» IT для студентов филиала колледжа цифровых технологий «Айтын» в Горном Улусе. Конкурс помогает демонстрировать студентам цифровые технологии и подходы, которые используют передовые IT-компании на рынке. Студенты по специальности информационные системы и программирования на конкурс разработали сайты, чат-боты для местных предпринимателей. Победители будут выступать на республиканском финале конкурса «Хакатон» в феврале следующего года. О чем я хочу говорить о сегодняшнем мероприятии. Я сегодня предпочитаю узнать что-то новое для себя, развиваться, опыт. Я вспомнил те самые года, школьные года, когда я участвовал в хакатоне. В Усть-Нере прошел республиканский турнир по борьбе хапцагай памяти энтузиаста и отличника физкультуры и спорта республики Савелия Конешникова. Все 2 дня за схватками наблюдали наши усть-нерские коллеги. Турнир по национальной борьбе хапцагай памяти Савелия Конешникова собрал 130 спортсменов 2012 года рождения и старше.
Приехали хапсагаисты Якутска, Чурапчинского, Татинского, Тампонского, Сунтарского, Ленского, Устьалданского, Кобяйского, Ханкаласского, Вилюйского и Аймиконского районов. Почетными гостями были родственники, друзья и воспитанники Савелия Конешникова. 2 дня в спорткомплексе «Чисхан» было многолюдно и шумно. Наша якутская борьба хапсагай, да, очень популярна не в республике, а даже в регионах. Да. Наши вот братья тюрки, буряты, киргизы, тувинцы очень смотрят и уважают. Турнир памяти Савелия Конешникова – один из популярных турниров республики. Здесь принимают участие многие именитые борцы. Мы наблюдали яркие схватки. Среди мужчин и среди детей состав хороший. С каждым годом этот турнир собирает больше лучших спортсменов нашей республики по борьбе хапсагай. И с каждым годом процветает, да, можно так сказать. И призовой фонд увеличивается с каждым годом. Вот это вот хотелось бы отметить, да. И данный турнир в этом году является завершающим этот текущий год, 2024. По итогам турнира определены 21 чемпион, 3 абсолютных чемпиона, 42 призера. Виктор Княжев из села Аймикон, учащийся училища Олимпийского резерва, стал абсолютным чемпионом среди юношей. Спортсмены Аймиконья внесли в копилку района 32 медали, 7 из них золотые. Спорт – это самое такое, скажем, лекарство, да, против табакурения, алкоголя, наркотиков, да, всяких вот этих, да, и спорт человека дисциплинирует, воспитывает, да. У спортсменов везде очень много друзей, знакомых, как бы, да. Спорт не только там человек должен быть сильным и все, да. Там спорт это такое очень многогранное, поэтому вот родители призывают всех дать своих детишек в спортивной секции. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. Сразу 3 якутских театра стали претендентами на «Золотую маску». Предварительный отбор сезона официально начался с 1 августа этого года. Театр юного зрителя представил спектакль режиссера Антона Батакова «Фотография, на которой меня нет». Государственный театр оперы и балета представил балет «Сияющий камень» в постановке Екатерины Тайшиной. А театр кукол – спектакль по мотивам рассказов Максима Горького «Старуха Изергиль» режиссера Алексея Иванова. Финал фестиваля «Золотая маска» пройдет в Москве в апреле и мае 2025 года. К этому часу это вся актуальная информация. До встречи в дальнейших выпусках.